В спортивно-тренировочном центре «Мужичи» в Сунжинском районе проходят 10-дневные сборы воспитанников школы дзюдо имени Хасана Халмурзаева. Готовятся к соревнованиям порядка 80 человек. Условия хорошие, меры безопасности соблюдены. Тренировки напряженные, как-никак в высокогорье. Идрис Ижиев расскажет об этом. При входе в зал обязательная дезинфекция рук. Соблюдать все правила защиты от ковида для ребят несложно. Ведь это прежде всего забота о себе и о ближнем. Впереди у молодежи 10-дневный тренировочный сбор. Все как обычно. Разминка, силовые упражнения, отработка приемов и бросков. Сборы в предгорной местности перед турнирами и состязаниями – это двойная нагрузка. Воздух здесь более разряженный и хорошо закаляет дыхательную систему. Муслим Катиев отрабатывает броски на татами уже 5 лет. Тренировки в родном зале в Назране не пропускает, ведь для него это не просто хобби, а путь, который он выбрал в жизни. Я занимаюсь 7 лет. Я выбрал это, потому что это очень хороший спорт. Не бьют по лицу, менее травмоопасен. Приехал, чтобы тренироваться в горах. Тут очень хорошо. Тут и делать, что говорит тренер. Тут очень хорошо получается тренироваться. На новой базе как в тебе вообще условия? Есть ли все, что нужно? Да, очень хороший зал, хорошее питание. Все как надо. Всего на сбор съехались 80 человек. Все эти ребята – воспитанники спортивной школы дзюдо имени Хасана Халмурзаева города Назрани. Подготовить ребят к будущим стартам, полностью посвятив все их время упражнениям и отработке навыков дзюдо – отличная возможность, считает старший тренер. Ведь все участники сбора сейчас на летних каникулах. Летнее время используем по полной, можно сказать, по полной программе, потому что в остальное время они школа, заняты дети, а здесь мы в 3 раза в день, у детей много свободного времени, и они находятся здесь и отдыхают, и тренируются. Все, что нужно для спортсменов, тут у нас есть очень хорошая база, очень все устраивает. Условия для плодотворного тренировочного лагеря на территории базы отличные. Новый спортивный зал идеально подходит как для занятий дзюдо, так и для физических упражнений. Ребята условиями довольны, считают, что этот опыт непременно поможет им в дальнейших выступлениях. Конечно, мне они помогут. В любой ситуации я могу быть, к примеру, лучше в моменте любого соперника на соревнованиях. А что можешь сказать вообще про зал, про базу? Как она, по-твоему? База мне очень нравится, да и я не слышал у нас ребят, которым она не нравилась вообще. Нравится здесь питание, все хорошее. Руководство спортивно-тренировочного центра уделило большое внимание антиковидной безопасности. Каждое помещение обрабатывается 2 раза в день. Дезинфекция рук и масочный режим обязателен. Проводим мониторинг температуры всех сотрудников. У нас около 60% сотрудников уже вакцинированы. Так как эта пандемия совпала с периодом подготовки спортсменов к соревнованию крупным, впереди первенство Европы, мира, Олимпийские игры Токио, да, и прекращать тренировочный процесс считается невозможным, так как это влияет на выступление спортсменов. А здесь, находясь у нас на базе, они как бы находятся в удаленности, в горной местности, и это минимизирует риск попадения в ту зону заболеваемости, которая у нас существует на данный момент в республике. Посторонних людей мы сюда на территорию не впускаем. Даже если родители приезжают навестить своих детей, спортсменов, масочный режим, меряем температуру. Если все в порядке, они там час-полчаса проводят. Каждый из ребят за время 10-дневного пребывания в спортивно-тренировочном центре «Мужичи» получит не только бесценный профессиональный опыт, но и массу положительных эмоций. Идрис Ижиев, Адам Далаков, Новости 20.